Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir su. Кялагаи – традиционный азербайджанский шелковый платок, которым азербайджанские девушки и женщины покрывали голову и плечи. Это украшало их, а также благодаря особенным качествам шелка спасало от жаркого солнца и холодного ветра. Летом дарило прохладу, а зимой согревало теплом. Немало интересных сведений о Кялагаи оставили итальянские, английские и голландские путешественники, рассказывая в своих заметках о лавках в Азербайджане, где продают вытканные серебром и золотом платки. Орнамент рисунка Кялагаи и метод ношения платка в различных областях Азербайджана отличались друг от друга, и это разнообразие также отмечалось путешественниками. Женские головные платки Кялагаи особенно знамениты в Шики. Расположенный на Великом шелковом пути азербайджанский город в средние века привлекал купцов и торговцев своими ремесленными изделиями, среди которых особое место занимали шелковые платки. Ткацкие мастерские здесь были практически повсюду. Начиная с советских времен все мастера объединились под крышей шелкового комбината. Шикинский шелк везли в разные страны. Он славился своим качеством, буйством цветов и красивыми узорами. Комбинат не успевал справляться с заказами, которые шли с разных уголков планеты. Платки Кялагаи традиционно имеют форму квадрата и определенный размер. Обычно ширина составляет 2 метра. Его поверхности достаточно, чтобы покрыть и голову, и плечи. Сегодня Кялагаи делают разных размеров. Прямоугольной формы в виде шарфов или в форме квадрата, только размерами меньше. Издревле в Азербайджане существует традиция надевать кялагаи определенной раскраски в определенном возрасте. Так, взрослые женщины предпочитали носить платки более темных, не особо привлекающих оттенков, а незамужние девушки покрывали голову кялагаи светлых и даже ярких тонов, обычно желтого, розового, сиреневого.
улицах современного Азербайджана сейчас редко можно встретить женщин, носящих келагаи. Времена меняются, и этот головной убор уже больше используется как национальный сувенир. Придать платку современный образ – дело художников. Этот головной убор – один из главных атрибутов национальной женской одежды. Келагаи всегда было выражением культурной самобытности, религиозных традиций, символом социальной сплоченности. Его производство и ношение и дальше будут укреплять роль женщин и культурное единство азербайджанского общества. Kardeşliğin dünyası sen, anamın anası sana Azerbaycan.
soğuk dünyasısan, anamın anasısan Azerbaycan. Pahalı yurdum Azerbaycan, şifalı yurdum Azerbaycan. Sen eşkin zaferim, şartlayan Türk ezerim, güneşli al seherin Azerbaycan. Старый город звучит как Ичари-Шахар. За моей спиной древний символ Баку — девичья башня. На азербайджанском это звучит как гыз-голосы. А почему она называется девичья? С этим связана очень интересная история. Что была некая девочка, она была влюблена в обычного рыбака, а отец ей говорил, что ты за другого должна выйти замуж. Она этого не хотела. Она поднимается на вершину девичьей башни и заканчивает свою жизнь самоубийством. Есть легенда вторая, похожая, что она сбрасывает, поднимается на башню, но прежде чем сброситься, она читает молитвы, и Бог ее молитву услышал. И он ее превращает в русалку. И бытует такое мнение, что по сей день эту русалку в Каспии можно увидеть. Есть легенда третья, что девочку заточили в доме, чтобы она одумалась, а она начинает плакать. Но молитвы были такими сильными, что Бог ее слезы превратил в камни. И когда к ней пришел отец, девочка решила, что отец должен исполнить последнюю ее волю. И она ему говорит, что построй-ка ты из моих слез башню. Если построишь, я выйду замуж за того, за кого говоришь ты. Как мы с вами видим, башня готова, и девочка выходит замуж, правда, не за любимого человека. Но легенда на то она и легенда, что можно давать волю фантазии. Третью легенду придумал я. Слезы, там это, то исполнить. Потому что в том или ином случае мне не нравится, что она сбрасывается. Я хочу, чтобы она осталась. Но по легенде, по традиции, мы с вами должны будем выбрать одну девочку и, как говорится, ее оттуда сверху сбрасывать. Да. Как я уже показывал в начале ролика, если не знать, где проводится съемка, то кадры из Баку и Парижа не так уж и просто отличить. И посмотрите, сделана даже имитация труб на крыше, озеленение точь-в-точь как в Париже, классические цвета и формы зданий. Как видите, даже таблички тоже очень похожи на парижские, но такие используются сейчас по всему городу. Разумеется, многие критикуют такую застройку. Ведь у Баку есть своя богатая история, свой архитектурный стиль, и полное копирование чужих образов — это очень спорное решение. Некоторым это кажется наигранным, ненастоящим, странным и недостойным столицы. И да, я думаю, это вполне обоснованная критика, все же к этому проекту можно относиться совершенно по-разному. Мне же скорее он нравится, потому что все-таки здесь не только скопированная архитектура, но и основные принципы урбанистики тоже соблюдены. То есть не просто поставили здание и оставили все как есть в Баку, как минимум, как это было принято еще 20 лет назад. То есть, как видите, никакой парковки на тротуарах, все стоят на отдельных парковочных местах. Плюс вот прямо по курсу у нас паркинг, и такие подземные паркинги есть в каждом здании. Это очень приятно.
Ну, кроме того, есть озеленение, есть довольно большие прогулочные зоны, есть, кстати, безбарьерная среда, которая очень сильно удивляет. То есть, когда ты ее видишь в Баку, то она, правда, поражает, причем она сделана правильно, так, чтобы и вода не была на тех местах, где люди гуляют. Ну, допустим, здесь, может быть, не идеальный пример, но, тем не менее, как видите, никакого бордюра, барьера, ничего такого нету. Это приятно. И, кстати, сейчас, как минимум, гуляя днем, есть ощущение, что пока что это совсем не заселенный квартал, хотя вот эти здания уже готовы, наверное, лет так 7-8, ну, как будто бы здесь почти никто не живет. Ведут ремонтные работы, но людей очень мало. Уж не знаю, с чем это связано, но, глядя на парковку, есть понимание, что здесь, как минимум, будут жить очень обеспеченные люди. И сейчас это, пожалуй, самый модный район Баку. Ну, или, как минимум, один из самых модных. И мне кажется, сюда прийти стоит как минимум, потому что именно здесь находится Вилла Петролия, и сюда я точно вас приглашаю. Ну и заодно зайти и увидеть азербайджанский Париж или Лондон. Почему бы и нет? В конце концов, опять же, сравнить вот то, на что я обращаю все время внимание, на эту доступную среду, на урбанистику, на безбарьерную среду, возможно, и для вас она покажется очевидной, эта разница, и вы тоже на это будете обращать внимание. А может быть и нет. Ну, правда, это интересно. Во всяком случае, вот такая современная архитектура и современный район Баку. Он находится в восточной стороне города, примерно в 7 километрах от центра. И что удивительно, почти все это расстояние можно пройти по набережной. В июле, выходя из дома или из любого магазина, вы попадаете в настоящую савку. В этом плане очень важный совет. Если приезжаете в Баку не летом, то обязательно берите с собой шапку, так как холодный северный ветер здесь чувствуется очень сильно. Ну а летом, конечно, нужна кепка или панама, так как солнце здесь редко скрывается за облака. И раз уж мы с вами оказались на набережной, давайте немного прогуляемся. Самая известная забава для туристов – это Малая Венеция. Система каналов с гондолами на моторной тяге. Выглядит симпатично и уж очень банально. Но только не для Советского Союза. Дело в том, что этот комплекс появился не пару лет назад, а в далеком 60-м году. Председатель горосполкома Баку однажды посетил Венецию и был так восхищен городом, что решил создать уголок Италии на своей родине. Уверен, для того времени это была настоящая экзотика. Вероятно, как сегодня для многих туристов, вот это здание. Ну, что оно вам напоминает по своей форме? Кого могли сложить или закатать в таком виде? Да, это тот самый музей ковра, который я упоминал в начале выпуска. Проходим еще немного по набережной в южном направлении, и перед нами отличный вид на современные постройки. Во-первых, большой торговый центр, который изначально должен был стать конгресс-центром, но затем власти отказались от этой идеи. Из окон открывается вид на променад вдоль моря и очередные высотки Баку. Там же находится еще один новый огромный торговый центр. Если желаете отправиться на шопинг, то вам туда. А если повернемся на 180 градусов, то увидим один из самых высоких флагштоков мира. Высота 191 метр. Больше есть только в Каире, там высота более 200 метров. К сожалению, при мне флаг развивался очень слабо. Но в по-настоящему ветреные дни можно увидеть все полотно размером в половину футбольного поля и весом более 500 килограммов. А за площадью национального флага находится Баку Кристал Холл. Это главная музыкальная арена страны. Там проходило Евровидение, на сцене выступали Дженнифер Лопес, Шакира и Риhanna. Лучшая смотровая площадка с видом на пламенные башни находится в Нагорном парке. Сюда можно подняться пешком, доехать на такси или автобусе, а также воспользоваться фуникулером. В любом случае, приехав в Баку, вы обязаны оказаться в этом месте. Возможно, как и я, в самом конце своего путешествия,
чтобы рассмотреть весь город, вспомнить самые яркие места и сравнить ваши впечатления от проектов в центре Алиева с тем, как это выглядит живьем. Меня зовут Рахат, Джунушбаева Рахат. Я являюсь генеральным директором компании Hyundai Elevators Кыргызстан. Мы являемся дистрибьюторами компании Hyundai. Поставщики лифтов, эскалаторов в Кыргызстан. Роль женщины в обществе, это испокон веков, и на данное и в настоящее время оно было огромное. Женщина – это кто? Хранительница очага. Женщина, она отвечает за семью, за воспитание детей. Помимо этого, сейчас в современном обществе женщины настолько активно работают именно в развитии не только социально-культурной, экономической, политической жизни страны, и в свой вклад вносят и в экономике, и в развитие экономики, вклад в страну. В развитие экономики. Сегодня собрались, сколько женщин собрались? 300 женщин, здесь. И у каждой женщины огромный вклад в развитие не только экономики Кыргызстана, но и в социальное развитие страны, и в воспитании детей, и в семье у них огромная роль. Спасибо. А вы что можете сказать? Менин атым Нуржан Казакбаева. Айымдардын ишкерлиги тууралуу айтайын дегем. Ишкер айымдар тууралуу. Ишкер айымдардын ишкердүүлүккө келүүсү эң жакшы туура тандоо деп ойлойм. Анткени ишкерлик менен бирге айымдар өзүн өзү өнүктүрсө болот да. Мисалы үчүн үйдө деле ишкерлик менен эгер алектенбесе, үйдө деле күнүлүк оокат менен күн өтө берет да. Эгер кандайдыр бир ишкерлик баштаса, үйдөгү оокат дагы бүтөт, анан ишиң дагы жүрө берет да. Бир жагынан финансылык жактан дагы көз карандысыздыкка алып келет. Ошондуктан эгерде айымдар финансылык жактан да көз карандысыз болсо, иш менен алектенип турса, алар үчүн же болбосо ошол ишкерлик менен алектенип жатып, алар өзүнүн потенциалын ачышат да. Ошол потенциалды ачып, өзүн өзү айым өнүктүрсө, ошол айым үй бүлөсүндө татыктуу эне болот деп эсептейм да. Балдарга тарбия берүүдө салымы чоң болот деп ойлойм. Спасибо большое, чоң рахмат. Женщина и предпринимательство – это совместимо? Да, совместимо. Совместимо. Женщина – хранительница очага. Да, верно. Что думаете? Да, верно. Верно. Женщина должна воспитать детей. Детей, но не сидеть дома весь день. Сегодня? Да, сегодня. Раньше не так было? Раньше они сидели дома весь день. Да. Откуда вы? Я с Ошской области. Ошской области? Да. А кем работаете? У меня гостевой дом, как предприниматель, и сама работаю преподавателем вуза и гидом-переводчиком. Я на сегодняшний национальный форум приехала из Чуйской области, Кеминский район, Чоң-Кеминский айыл өкмөтү. Я руководитель общественного объединения «Өнөр Благы».
Сегодняшний вот, который проходит конференция, например, мне очень понравилось, потому что тема актуальная, что в душе у женщин, у каждой, оно все говорится. Я хочу сказать, женщина это, конечно, как у нас по-киргизски говорят, это домашний очаг держит. Хранительница очага. Хранительницы очага. И плюс сейчас вот традиционное знание, я думаю, это на первом месте, потому что дети наши должны знать свою традицию, свой быт, свой обычай. И вот мы тоже проводим такие лагеря, тренинги с ребятами, занимаемся рукоделиями по сохранению экологии. И я бы хотела сказать и обратиться всем матерям: хорошая дочка, хороший сын, хорошая сноха – это от очага выходит. Она Мать воспитывает. мать воспитывает. Если дочка плохая или сноха плохая, значит, я думаю, мать где-то упустила. Да. И я хочу сказать, что все матери делали такой очаг хороший, тогда наше государство будет сильное. Ну, во-первых, я желаю каждой девочке, каждой девушке, каждой женщине быть счастливой. Быть счастливой – это значит быть счастливой в семье, в самореализации, чтобы она делала то, что она хочет. Бизнес, так бизнес, образование, государственная служба, все что угодно. Пусть она будет счастлива. А я хочу пожелать, чтобы у каждой девочки, девушки, женщины все-таки была мечта, и чтобы они свои мечты всегда воплощали в жизнь. Я хочу сказать, что мы работаем не ради наград, мы работаем для того, чтобы в нашей стране хорошо жилось. И мы хотим, чтобы жилось хорошо и девочкам, и мальчикам, и вообще в нашей стране был мир, благополучие, а самое главное – экономическое процветание. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие было очень важным для тех, кто приехал из регионов. И очень важно их вдохновлять, очень важно поддерживать, потому что основная часть нашего населения там проживает. И если женщины там будут образованы, будут работать, мне кажется, они будут счастливы. Их мужья не будут угнетать, так как, к сожалению, это сегодня происходит. Ну, я хотела бы сказать, чтобы опыт женщин, ценности женщин, да, в бизнесе могли бы создать основу развития государства как нашего, так и других государств. Потому что женщина своим опытом, да, в истории, она говорит о том, что там, где женщина, там мир, там не насилие, там понимание, там развитие и безопасность. Ну, я хочу сказать, что, наверное, сегодня наконец-то услышали голос женщины. Что не слышно было. Сегодня услышали. Сегодня услышали, что женщина – это сила, это созидание. И если поддерживать созидание, будет всегда мир и благополучие. Горячие дебаты ушло. Да, очень горячие. Я вообще хочу, чтобы все женщины были счастливы. У всех все мечты сбылись. И у всех в семье было благополучие. Поддержка женщины – это поддержка государства, потому что женщины являются точкой роста. Я Людмила Волдован, представляю диаспору белорусов в Кыргызстане.
Одновременно это является моделью дружбы, согласия и мира на кыргызской земле, поддержки национальной политики государства. Мы выбираем стабильность. Это прямая дорога к процветанию страны.